Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о событиях, произошедших сегодня. В республике усилят работу авиации для ликвидации природных пожаров. Новые автобусы начали курсировать по межмуниципальным направлениям. День военно-морского флота отметили в Ленске. О том, как это было, расскажут наши коллеги. В Якутии киберспорт включат в общий план соревнований Министерства спорта. В Якутск прибыла копия первого полярного исследовательского судна из отряда Великой Северной экспедиции XVIII века. Максимально усилить работу авиации для ликвидации пожаров на территории Якутии. Такое поручение отдал первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Садовников в ходе рабочего совещания оперативного штаба с главами муниципальных районов и руководителями министерств. Лесные пожары сегодня действуют на территории 17 районов, обслуживаются в 22. Главам улусов были даны рекомендации по усилению контроля за тушением пожаров. В республике действует 103 лесных пожара. На территории 17 муниципальных районов уже обслуживается у нас 22 лесных пожара. Есть и сложные пожары, есть, которые достаточно быстро тушим. Но сложная ситуация также продолжает оставаться у нас на территории Мирнинского района. Также у нас ситуация накаляется в Среднеколымском районе, где возле поселка Налимск действует лесной пожар уже на очень большой площади, около 15 тысяч гектар. По нему работаем, сил в принципе хватает, но просто погода очень сухая, жаркая и ветер. Свыше 300 детей из пострадавших от паводка районов проводят свой отдых в спортивно-оздоровительных лагерях столицы. Более 200 из них сейчас отдыхают в лагере «Сосновый Бор». Подробнее в сюжете Марии Кардашевской. В Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» съехались дети из Верхоянского и Кобяйского районов. Здесь особое внимание уделяется их здоровью. Врачи из поликлиники номер 3 проводят полный медицинский осмотр воспитанников, берут анализы и назначают процедуры, исходя из показаний. В центре дети получают пятиразовое сбалансированное питание, да? На режим дня тоже очень большое внимание уделяется. Обязательно у нас есть дневной сон с 2 до 3. Далее дети проходят все медицинские процедуры в стенах центра. Это физиотерапия, галотерапия, фитотерапия, консультацию стоматолога. Ребятам здесь организовали интересный и познавательный досуг. Каждый их день расписан и наполнен новыми впечатлениями. Были выезды в Чолбон, в кинотеатры, еще так у нас были выезды в парк. Помимо этого еще ожидается в Ортодойду выезды. Всю неделю у них были выезды, и дети очень радовались. Мы еще ездили в Космобол играть в боулинг. Детям тоже это было в новинку некоторым, и тоже было очень интересно. Помимо этого еще проводились экскурсии. Сейчас в лагере проходит традиционная смена «Легенды танца». В этом году она проводится в юбилейный 5-й раз. Это одна из любимых смен воспитанников лагеря, потому что направлена на развитие творческих навыков. Есть 6 направлений, 6 хореографов, есть современные стили, учат еще именно современной хореографии. Помимо этого у них еще есть кружки по их интересам. Они там рисуют, разговаривают на английском, тренинги, то есть разговорные и творческие именно направления. 10-летняя Аделина Павлова приехала из Кобяйского района 14 июля. Пока в ее родном селе активно идет работа по восстановлению жилья, девочка проходит оздоровительные процедуры, общается с ровесниками и получает новые знания. Я очень люблю этот лагерь. Здесь очень интересно, много интересного. Мы ходили в парк, в бассейн. Я была у стоматолога в солевой комнате. Там очень много соли. Для многих детей это первый опыт отдыха в детском лагере. Они с большим интересом участвуют во всех мероприятиях. Впереди ребят ждет смена «Я инженер». В нее они смогут развить свои технические навыки, заниматься проектной деятельностью и поучаствовать в региональном этапе всероссийского конкурса «Я инженер». Мария Кардашевская, Павел Пахомов, Якутск. Сотрудники компании «Алроса» обследуются и проходят лечение в ведущих российских клиниках за счет добровольного медицинского страхования. Подробности узнавали наши коллеги.
Более 11 тысяч работников «Алроса» в 2021 году прошли обследование лечения в ведущих российских клиниках за счет ДМС. Зачастую проблему со здоровьем у сотрудников выявляют во время ежегодного медицинского осмотра. Наша задача как можно раньше выявить заболевание и человека направить на лечение или на профилактику, чтобы заболевание не развелось. Если же выявляются более серьезные заболевания, то тогда на пациента оформляются документы через страховую компанию «Сагаз». Имеется договор между компанией «Алроса» и страховой компанией «Сагаз», где работники «Алроса» могут спокойно ехать на обследование. Направление оформляют врачи-терапевты медцентра и местных медучреждений. Клинику, где пациент будет проходить обследование и лечение, определяет врач-куратор медцентра. Все зависит от диагноза пациента. Например, с онкологическими заболеваниями в основном направляются в Томский онкодиспансер. По ДМС сотруднику «Алроса» оплачивается пребывание, обследование и лечение пациентов в клинике. А вот проезд оплачивают сами, либо используют годовой проезд. Среди работников компании в основном востребованы клиники города Новосибирска и Томска. Сегодня подписано соглашение о взаимодействии между Министерством труда и социального развития Якутии и Почтой России. Часть услуг, оказываемых соцработниками гражданам, которые находятся на надомном обслуживании, будут возложены на сотрудников почты. Как станут распределяться обязанности, узнала Татьяна Вахнина. Покупка продуктов и лекарств, оплата счетов, уборка, стирка, готовка. В доме каждого подопечного забот у социального работника Галины Голощаповой много, а всего на обслуживании у Галины Геннадьевны или Галочки, как ее называют пациенты, от 10 до 12 человек. Она все делает беспрекословно. Даже не надо говорить и говорить не надо, что это надо сделать. Она сделает все это сама. Вот. На почту ходит. Ну, все, что нужно по ее работе, все оплаты, все производит, все делает. В отделении обслуживания на дому управления соцзащиты по Алданскому району 19 социальных работников. У них на обслуживании находятся порядка 200 граждан. С августа часть из оказываемых соцработниками услуг будут выполнять сотрудники почты. Соответствующее соглашение подписано между Министерством труда и социального развития Якутии и Почтой России. Это поход в магазин, оплата жилищно-коммунальных услуг, приобретение там различных товаров, то есть вот все, что с этим связано. Что касается сугубо домашних забот, а также сопровождения подопечного, например, в поликлинику, эти услуги по-прежнему останутся за социальными работниками. А кто будет оплачивать счета, доставлять продукты и приобретать лекарства, исполнитель определится по усмотрению гражданина. В данном моменте возникает у человека право выбора. То есть человек получит сертификат, на основании которого он может этот сертификат, то есть направить либо в управление, либо, допустим, в Почту России, да, и получить уже эти услуги. Потому что вот с этого года, то есть с августа, Почта России у нас входит также в регистр поставщиков социальных услуг. По соглашению, заключенному между Почтой России и Министерством труда и социального развития Якутии, сотрудники почтамта смогут оказывать гражданам 12 видов социальных услуг. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. Подготовки ко Дню города обсудили в мэрии столицы республики. Так, на минувшем рабочем совещании представителей правительства, республиканских структур и администрации города был поднят ряд вопросов, в том числе касательно и санитарного состояния Якутска. Итогом совещания стала совместная работа по реализации республиканских и федеральных проектов. У города и у республики юбилейные даты. И здесь, конечно, хотелось бы, чтобы работы наши и по капитальной работе, и по текущей работе, они были подручнее. Совместные проекты есть, это по безопасным качественным дорогам, ну и по ряду работ, которых у нас есть по ремонту школ, по другим моментам, по строительным площадкам. Ну, есть и республиканских объектов, вопросы помощи от города. С сегодняшнего дня начали курсировать маршрутные рейсы с автовокзала Якутска по 3 муниципальным районам: Якутск, Покровск, Махсыгалох, Якутск, Магарас, Пердигестях, Якутск, Намцы, Хатырык и обратно. Для этого выделено 10 новых автобусов, приобретенных в рамках регионального проекта «100 автобусов к столетию ЯССР».
Пока в тестовом режиме перевозки по всем 3 направлениям будут осуществляться 2 раза в неделю. Затем, исходя из потока пассажиров, примут решение об увеличении количества рейсов. Преимуществами, конечно, этих перевозок и этих автобусов является сегодня, этих маршрутов является это в первую очередь безопасность, второе, значит, это комфорт и ценовая доступность. Например, до, значит, зоопарка Орто-Дойду можно доехать будет за 111 рублей, до Махсоголоха за 226 рублей. Ну, напомним, тарифы у частных перевозчиков до Покровска там не менее 400-500 рублей. Соревнования по киберспорту планируют включить в официальный план массовых соревнований в Якутии. Соответствующее поручение Айсан Николаев дал региональному Минспорту. Глава встретился с участниками якутской киберспортивной команды «Хату», которые предложили развивать технологичный вид спорта в республике на профессиональном уровне. Айсан Николаев отметил, что в Якутии киберспорт развивается очень активно, имеет огромную аудиторию и привлекает все больше участников. Сейчас в республике 3 профессиональные команды по киберспорту и свыше 10 тысяч киберспортсменов, которые играют на постоянной основе. Компьютерный спорт – это большая индустрия, многомиллионная экономическая деятельность всех игроков. Соответственно, мы сейчас играем на высоком профессиональном уровне, и Айсан Сергеевич нас поддержал в этом вопросе, в том, что у нас есть ряд вопросов, которые в первую очередь это операционные расходы, да, техническая материальная поддержка и, соответственно, медийное освещение нашего коллектива во благо нашей Якутии. Патриотическое воспитание является одной из важнейших частей воспитания в Якутском институте водного транспорта. Именно поэтому коллектив и студенты всеми способами стараются помочь выпускникам учебного заведения, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил директор Якутского института водного транспорта Владимир Жуков. Также, по его словам, студенты стали инициаторами акции «Корабль добра», в рамках которого активно собирали гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР. Нами было организовано несколько акций. Это «Корабль добра», то есть собирали гуманитарную помощь в рамках поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик. То есть здесь в Якутске на Орджоникидзе организован пункт приема. То есть наш институт является, так скажем, показателем для республики именно в плане воспитания молодежи, так как наши ребята непосредственно недалеки от этого. Бескозырка белая в полоску воротник. Именно в таком обмундировании можно было встретить на улицах Ленска бывших военнослужащих в их профессиональный праздник. День военно-морского флота вчера отметили в России. В Ленске впервые этот праздник прошел с размахом и завершился благотворительной акцией. Подробности у Анны Кожевниковой. День военно-морского флота в этом году в Ленске отметили с размахом. Все те, кто стояли на страже морских рубежей России и обеспечивали боеготовность кораблей и частей ВМФ, сегодня собрались в торжественной обстановке, поздравили друг друга и устроили благотворительную акцию для дома престарелых. А также своим сплоченным коллективом они показали, что в любую секунду готовы стать под знаменом Российской Федерации и отстаивать интересы государства. Сегодня эти бравые моряки дислоцировались возле памятника первопроходцам на живописной в любое время года набережной Ленска. Количество военнообязанных во флотских костюмах поразило. Обычно так массово в Ленске отмечают свой праздник только ВДВшники. Но сегодня достойные последователи Петра I показали силу и мощь своих войск. Вымачивать якоря понапрасну не стали и красивой колонной направились в дом престарелых. Правда, вместо кораблей автотранспорт, вместо парусов флаги развивались из всех машин Ленской флотилии. Для подопечных важного соцобъекта военные моряки приготовили подарки. Такая акция впервые. Очень приятно, что они вспомнили о нас. Очень приятно, что мы будем дальше сотрудничать. Ну вот сейчас, к сожалению, такое время пандемии, да, мы как бы не смогли встретиться с проживающими. Но, тем не менее, надеемся, что все-таки это пройдет, да, когда-то. И мы будем встречаться чаще, даже просто так, независимо от того, что праздник это или не праздник.
Организовать благотворительную помощь для дома престарелых и инвалидов решил один из бывших служащих военно-морского флота Артем Пескутский. Сам он в недавнем прошлом обеспечивал безопасность гражданских судов в Сомали и Аденском заливе от пиратов. Сегодня стремится помочь социально незащищенному населению. У меня возникла мысль сделать доброе дело. Многие люди меня поддержали в этом. Я этому очень безумно рад. И в дальнейшем мы будем помогать дому престарелых, а также детям в реабилитационном центре. Всего собралось около 50 человек. И это еще не предел, считают организаторы. Если раньше эти лихие моряки запросто брали на абордаж врагов, то теперь они предпочитают брать шефство над нуждающимися. Ведь стоять на защите сограждан – это в крови каждого военнообязанного. Анна Кожевникова, Алексей Семенов, Ленск. Районный этап конкурса «Вожатское сердце» прошел в лагере мужества в городе Нерюнгри. За звание лучшего боролись 11 участников. Все они члены педагогического отряда «Легенда». Главный приз – путевка на республиканский конкурс, который состоится в октябре этого года в Якутске. На самом деле конкурс начался еще 24 июня, в Международный день вожатых. Первый этап так и назывался «Вожатский марафон». И сегодня наступил решающий момент. В первом этапе участники продемонстрировали свою эрудированность, умение подстраиваться, смекалку, навыки импровизации. То есть все те качества, которыми должен обладать каждый вожатый. Самый главный навык, который должен быть у вожатого, это умение быстро реагировать и быстро подстраиваться под любую ситуацию. Это то, что мы непосредственно стараемся проверять у нас здесь, на нашем районном конкурсе, и то, что проверяли там на региональном. То есть умение быстро среагировать, быстро подстроиться под какую-то ситуацию, под ребенка, куда-то подбежать, что-то новое придумать. Я считаю, что это прям самое-самое главное качество для того, чтобы быть самым крутым и классным вожатым. В основном этапе 11 участников готовили творческие номера, чтобы показать свои таланты, умение работать с детьми и в команде. Пришли как-то в С, Р, Т, Д и Ю ребята устраиваться вожатыми в лагерь мужества. Среди них была Феоктистова Ангелина, Сашнина Аня, Захарова Лиза, какой-то чувак и какой-то чувак. Сначала вожатые представили визитку, где рассказали о себе и о том, почему они выбрали эту профессию. Второй этап – творческий номер. Ребята будут состязаться друг с другом в таких дисциплинах, как представление лучших качеств вожатого, моя профессиональная карьера, экспромт-конкурс. И самая главная задача для вожатого – показать, как он умеет работать с ребятами, правильно поставить номер и, естественно, уметь показать себя, все твои таланты и свои навыки. Один из участников будет представлять Нерюнгринский район на республиканском конкурсе, где конкурсанты покажут не только эрудицию и коммуникативные способности, но и профессиональное знание в области возрастной детской психологии, педагогики и игротехники. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Копия исторического судна «Якутск» уже на территории музея Ярославского. Сейчас начинается подготовка экспоната к установке. Также рассматриваются варианты с использованием судна как учебного парусника для студентов-речников. Об этом сообщил председатель правительства Андрей Тарасенко. Это деревянное двухмачтовое судно со вспомогательным парусным вооружением и 16 веслами. На точно таком же судне исследователи совершили великую северную экспедицию от Якутска до Ледовитого океана в XVIII веке. Это было первое в истории страны полярное исследовательское судно. На нем ходили Василий Прончищев, Харитон Лаптев, Семен Челюскин. Будет здесь он стоять как экспонат. Будем пользоваться, спускать воду, может быть, историческое судно и ездить на Ленские столбы или Нижний Висях, а может быть наши сотенцы. Проектов много и желаний тоже хорошо. Под киль здесь на самом деле сделан железный, то есть судно спокойно может ходить, он не утонет никогда, то есть такое безопасное судно. Но с другой стороны, для нас это исторический экспонат. Если мы здесь сделаем красивый макет, то у нас будет хорошая экскурсия для того, чтобы посмотреть вообще, как ходили люди, как история освоения Якутии, в целом территории Российской Федерации происходила. Но поскольку год столетия у нас, в этом году, у нас все связано с историей. Я очень рад, что вот такой экспонат привезли в Якутск. Жители и гости Санкт-Петербурга с большим интересом ознакомились с уникальными вещами материальной и духовной культуры коренных народов Якутии. Выставка «Мотивы Севера» прошла в Российском этнографическом музее совместно с Музеем музыки и фольклора в рамках проекта «Кочующий музей».
Она организована в честь столетия образования ЯССР. Были представлены традиционные костюмы и атрибуты декоративно-прикладного характера. Посетители музея проявили большой интерес к настоящему шаманскому костюму эвенков. Эту сакральную атрибутику впервые продемонстрировали за пределами региона. Также в рамках проекта «Кочующий музей» были организованы около 10 культурных мероприятий, в которых участвовали народные мастера и умельцы. Мероприятия прошли в Музее театрального музыкального искусства, в Шереметьевском дворце, Музее квартиры Римского-Корсакова, в Ленфильме. Это вообще для нас такая честь была, то, что они нас приняли, и мы показали там наши мультики. Это первый полнометражный мультипликационный фильм «Нюргун Батур» по Ланхо Платона Юнского и 3 короткометражных мультфильма по эвенской сказке. С нами поехали наши друзья нашего музея, с которым мы уже в течение больше 10 лет, там даже 20 лет дружим. Новый спортивный день на детях Азии начался с побед. Якутянка Аксинья Панова принесла сборной республики первое золото. Девушка пробежала 100-метровку с барьерами, побив свой собственный рекорд с результатом 14,86 секунд. По словам Аксиньи, спортсменка знала, что ее победа не случайна. Мне было не то чтобы тяжело настроиться, я просто знала, что если я хорошо настроюсь, что тут рядом мой тренер, который всегда меня поддерживает и эмоционально со мной, я чувствовала это, скорее всего. Благодаря ему я сейчас здесь стою перед вами и выиграла. Помимо этого, сегодня серебряную медаль в якутских национальных прыжках завоевала Ксения Калачевская с результатом 21 метр 23 сантиметра. Среди юношей серебро у Данила Володина и бронзовая награда у Валентина Васильева. Завершился второй соревновательный день в спортивной борьбе. Сегодня на ковры Фетисов-Арена выходили девочки. Сборную Якутии представляли 3 спортсменки. О результатах с места соревнований расскажет наш коллега Александр Хавренко. Если кто-то до сих пор считает, что женская борьба – это неинтересно, и вообще борьба – это не женский вид спорта, вы очень и очень сильно заблуждаетесь. Достаточно посмотреть на схватки, которые происходили во время 7-х международных спортивных игр «Дети Азии», чтобы понять, женская борьба – это очень интересно и очень захватывающе, и ни в чем по зрелищности и по накалу страстей не уступает борьбе среди мужчин. Большинство стран и регионов, которые участвовали в соревнованиях по вольной борьбе среди девочек, выставили по одной спортсменке в каждой из 7 весовых категорий. В сборной же республики представили только 3 девочки. По женской борьбе сегодня выступили 3 девчонок, а так 7 весовых категорий было. Но это международные игры, поэтому слабых нету тут, все подготовленные. Особенно зарубежные страны, это Таджикистан, Туркменистан. Во всех весах они хорошо участвовали. Наши девушки боролись как львицы, и пусть временами у них что-то не получалось, но дорогу к финалам они проложили через тяжелый труд и стальной характер. Соперницы были сильные, физически и технически они сильные. С некоторыми я встречалась на дальневосточных соревнованиях, вот, с Оксаной, например. На ДФО она меня победила 6-0. Сейчас я взяла реванш, 10-0 взяла, победила на полуфинале. И вот девочка с Узбекистана, у нее хороший проход. Она проходит в 2 ноги очень хорошо. И вот не смогла даже среагировать. Надо еще поработать чуть-чуть на эти проходы ноги, на защиту надо поработать. Не. Все на равных, все прошли подготовки. Ну, наверное, подсуетилась я, наверное, очень сильно. Хотя могла выиграть на золото точно. Настроя не хватило чуть-чуть, и все. Все готовые, все подготовленные. Серебряные медали ни в коем случае не сломили дух девочек, а наоборот, только обострили желание бороться и побеждать. И нет сомнений в том, что эти фамилии мы еще услышим на соревнованиях различных уровней. Александр Хавренко, Джилустан Иннокентьев, Владивосток. На этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.